Возложение цветов, полевая кухня, бессмертный полк, праздничный концерт и, конечно же, салют. Торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, охватили весь Сосногорский район. Уже накануне праздника в городском доме культуры «Горизонт» состоялось чествование ветеранов. Торжественный вечер «Спасибо за верность потомки» прошел 8 мая. В зрительном зале «Аншлаг». Первую песню «Поклонимся великим тем годам» сосногорцы встречают стоя, отдавая дань памяти всем тем, кто приближал победу на полях сражений, у заводских станков, в шахтах, в городах и селах. Дорогие сосногорцы, 74 года прошло с того дня, когда долгожданное слово «Победа» прокатилось по всему миру миллионами голосов. Бесценный вклад и неоценимый вклад в эту победу, в нашу общую победу, внес и Сосногорский район. Сотни сосногорцев, многие из которых так и не вернулись в отчий дом, были призваны в ряды действующей армии. И не меньшее значение для общей победы имел и трудовой подвиг жителей нашего с вами района. И сегодня мы славим тех, кому обязаны мирным небом над головой. Низкий вам поклон, наши дорогие ветераны. Память человеческая живет в потомках. Подрастающее поколение клянется быть достойными своих предков, благодаря которым сегодня над Россией мирное небо. Постоянным напоминанием о подвиге народа остались фильмы и фотографии, картины и стихи. И, конечно же, песни. Каждый год праздничный вечер, посвященный Дню Победы, артисты стараются сделать незабываемым. Для этого специально подбирают репертуар. Естественно, каждый год одно и то же петь ведь тоже как-то вроде некрасиво, поэтому стараемся рыться в архивах, интернет нам помощь, как говорится, и там мы разыскиваем различные песни, военные. Иной раз находим материал, который мы удивляемся, что мы почему раньше-то его не находили, есть такие песни. Кто-то подсказывает, родители, бабушки. Торжественный вечер 8 мая по традиции завершился победной танцплощадкой. В фойе Дома культуры под музыку духового оркестра все желающие смогли окунуться в атмосферу послевоенных лет, где главной музыкальной темой стал победный вальс. А уже на следующий день сам праздник Победы начался для жителей нашего района ровно в 11 часов. Старт праздничным мероприятиям дали в Устюхте. Жители села и его гости по традиции собрались у стелы. В годы Великой Отечественной сотни местных жителей отправились на защиту Родины. Каждый третий не вернулся домой. Имена 154 устюхтинцев, погибших на полях сражений, высечены на подножии стелы памяти. С портретами своих воевавших дедов и отцов сельчане прошли по улицам родной Устюхты. По окончанию торжественной части жители и гости села возложили цветы к подножию стелы, а затем зазвучали стихи и песни военных лет. Особо тронула участников праздника победная хореографическая постановка. Праздничную эстафету приняли жители деревни Пожня. Здесь у мемориального комплекса прошел торжественный митинг с возложением цветов и гирлянд памяти. Местных жителей с праздником Победы поздравил глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко. Дорогие земляки, в этот праздничный день я желаю всем вам счастья, любви и добра, благополучия в ваших семьях и, конечно же, мира. С праздником, с Днем Победы! В военные годы отсюда отправились на поля сражений более 50 человек, 38 из которых не вернулись домой. В память о них пожненцы также прошли маршем бессмертного полка и возложили цветы у мемориала. Сосногорские мероприятия начались ровно в полдень. Здесь в сквере Победы почтили память не вернувшихся с полей сражений и ушедших уже в мирное время ветеранов войны. С поздравительной речью выступил военный комиссар Сосногорского района Юрий Мусинов. Дорогие ветераны, уважаемые жители нашего города, 74 года отделяют нас от Победного мая. Но сколько бы лет ни прошло, День Победы был и будет самым главным и чистым праздником нашей страны. К сожалению, время не остановить. И сегодня в строю ветеранов Сосногорского района только 6 участников Великой Отечественной войны. Судьба каждого из них является примером беззаветного служения Родине и воинскому долгу. Мы гордимся вами,
наши ветераны. Минута молчания в память о погибших на войне и троекратный залп. Бессмертный полк в Сосногорске в этом году собрал в своих рядах 2000 неравнодушных жителей. По району их собралось около 5000. Плечом к плечу сосногорцы пронесли портреты своих предков, которые так или иначе связаны с войной. Это мой папа и мама. Папа у меня участник воевал в Украинском фронте, прошел всю войну. У него есть орден Красной Звезды. Вот, был контужен под Курском, ранен тяжело был. А мама в 16 лет, она родом они оба с одного села Нижегородской области, село Медяна. Вот, ее в 16 лет, как она говорит, их забрали под Горький, Балахна, город. Они там всю войну рыли окопы, работали на торфяниках, вот, сплавляли лес. В общем, они оба прошли всю войну. Ну, тут у всех в Сосногорске кто-то есть, мне кажется, ни одной семьи нету, поэтому у меня дед, да. Какие-нибудь исторические факты, может, расскажете? Не знаю, но интересно, что это было полк, говорят, оленеводов Сыжемского района, и они по своей специфике как-то вот так вот, батальон был сформирован, ну и все погибли там в 41 году сразу. Это мой дедушка, Передник Петр Федорович. Знаете, какие факты исторические? Ты знаешь, там очень много, он написал рукописи, у него были, а сейчас они уже перепечатаны, в цифровой формат переведены, но очень большая книга, он сам писатель, и книги писал. Вот после войны он очень долго работал в Печоре в речном училище, в библиотеке он был, ну, очень знаменитый дедушка, так сказать. Мой дед Мороз Иван Никифорович, он ушел на фронт в 43-м году, очутился в боях под Малым Букрином. Их необученных, толком не одетых и невооруженных бросили вот в это пекло, и он там положил свою голову. У нас есть фотография его могилы, где он похоронен в братской могиле, недалеко от Киева. Отец и прадед внучки, которые подрастают сейчас. Ну что, могу сказать, что с 41 по 45 годы он прошел, 4 ранения получил, ни разу после ранения не возвращался домой и всегда просился в свой полк. И это для меня образец. И на этих примерах, конечно, мы воспитываем новое поколение, которое подрастает, в том числе сосногорцев. Праздник продолжился народным гулянием около Дома детского творчества. Сосногорские кадеты пронесли по площади копию Знамени Победы. После чего на сцене выступили местные самодеятельные коллективы. Особое настроение создавала музыка военных лет, которая звучала вплоть до самого вечера. Гуляние получилось по-настоящему народным. На площади собрались сосногорцы самых разных возрастов и профессий. Финальной точкой празднования Дня Победы стал яркий фейерверк.